Добрый день. В прямом эфире новости НТС, в студии Джолдош Исаков. Сооронбай Джейнбеков раскритиковал чиновников за необоснованные проверки бизнеса. Сегодня в госрезиденции Ал-Арча прошло второе заседание Комитета по развитию промышленности и предпринимательства. Глава государства сообщил об участившихся жалобах от бизнесменов на давление и незаконные проверки со стороны правоохранительных и фискальных органов. По словам Джейнбекова, прикрываясь борьбой с коррупцией, проверяющие органы выходят за рамки своих полномочий и создают искусственные препоны бизнесу. Недоволен президент и пассивностью чиновников по привлечению инвестиций в регионы. Полномочные представители правительства в областях и местная власть, как отметил глава государства, не знают свою роль в привлечении инвестиций и остаются лишь в позиции сторонних наблюдателей. Раскритиковал Джейнбеков и судебные органы. Права предпринимателей и инвесторов, по мнению главы государства, в судах защищаются недостаточно. Отметим, председателем Комитета по развитию промышленности является сам президент. Сегодня сменился его заместитель. Теперь его замом будет Эркин Асрандиев, сменивший Кубатбека Боронова. Сегодня стало известно, кто станет вице-премьером по силовому блоку вместо ушедшего накануне Джиниша Разакова. Премьер-министр внес на рассмотрение правящей коалиции кандидатуру Акрама Мадумарова. И члены коалиции ее одобрили без долгих обсуждений. Мадумаров, напомним, до этого дня являлся полномочным представителем правительства в Баткенской области. Туда он был назначен в апреле прошлого года. За время его губернаторства в регионе произошло более десятка приграничных конфликтов. В качестве главы области он участвовал в переговорных процессах, встречался с местными жителями. Но запомнился он прежде всего не своими дипломатическими качествами, а тем, что отчитал местных педагогов за то, что те пришли на встречу с ним без галстуков. Известно, что Акрам Мадумаров по профессии преподаватель. Несколько лет руководил государственной кадровой службой, к слову, которая до сих пор остается без своего председателя после его назначения на должность полпреда Кабмина в Баткенской области. И вот как о нем сегодня отзывался премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, представляя его кандидатуру членам правящей коалиции. В качестве полномочного представителя правительства в Баткенской области он плотно работал по всем вопросам в регионе. Активно принимал участие в работе комиссии по решению вопросов, касающихся проблем на кыргызско-таджикской границе. Он хорошо знает все нюансы, понимает ситуацию изнутри. Он 2 года работал акимом, потом губернатором. Мы, по крайней мере, верим, что он все там знает и надеемся, если вы поддержите, он достойно будет работать на этой должности. Ну а после полудня кандидатуру Мадумарова на пост вице-премьера рассматривал уже профильный комитет Джигурку-Кенеша. Это заседание почему-то решили провести в закрытом режиме. Потом журналистам объявили, что представление Мадумарова комитет также одобрил. Жуткое ДТП минувшей ночью унесло жизни 4 человек. Авария произошла в жилмассиве А-Кордо. Лоб в лоб столкнулись 2 легковушки Nissan и BMW. 4 человека погибли на месте. Среди них, как сообщается, была беременная женщина. Один человек в тяжелом критическом состоянии находится в реанимации в Бишкекском НИИ травматологии и ортопедии. У пострадавшего множество переломов и других травм. Милиция сейчас выясняет все обстоятельства смертельной аварии. По предварительной версии, одна из машин выехала на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Нанес ущерб на 15 миллионов сомов и ездил на машине, которая находилась в международном розыске. Чекисты задержали сотрудника финансовой полиции, который ранее был отстранен от службы за причастность к коррупционным схемам. Как отмечается, сотрудник ГСБ организовывал схему ввоза товаров из стран ЕС без уплаты налогов. Установлено, что с 2017 по 2018 год он, будучи старшим оперуполномоченным межрайонного отдела ГСБ по Исыкатинскому и Аламединскому районам, в сговоре с заинтересованными лицами организовал импорт товаров. Их возили в Кыргызстан на имя подставных лиц. Всего было импортировано товаров на 127 миллионов сомов. При этом только налога на добавленную стоимость должно было быть уплачено 15 миллионов сомов, но этого не было сделано. Кроме того, как отмечает ВКС ГКНБ, задержанный финполовец ездил на машине BMW X5, которая находилась в розыске по линии Интерпола. Возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция». Сотрудника ГСБ заключили под стражу в СИЗО ГКНБ.
Ситуация с коронавирусом в Китае остается тяжелой. Число жертв вируса увеличилось до 1115 человек, а подтвержденных случаев заражения уже более 45 тысяч. Эти данные на сегодняшнее утро опубликовал Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. На фоне сообщений о смерти заразившихся есть и одна хорошая новость. Растет число исцелившихся. На сегодня их почти 4000. Увеличивается и число стран, где зафиксировали зараженных коронавирусом. На сегодня за пределами Китая подтверждены 517 случаев заболевания в 27 странах. Ученые сообщают, что инкубационный срок заболевания может достигать 24 дней, а не 14, как сообщалось ранее. А глава Всемирной организации заявил, что вакцина от коронавируса будет готова только через 1,5 года. Эпидемиологическая ситуация в нашей стране стабильная. Сейчас, как сообщили в оперативном штабе Минздрава, в карантине находится 82 человека, прибывших из Китая. Всего же, как отмечается, с 28 января из КНР прибыло 634 человека. По сообщению оперативного штаба Минздрава, 552 из них находятся дома, но под наблюдением медиков. Тех, кто приехал непосредственно из Ухани, положили на обсервацию. Их 18 человек. Всех, кто прибыл из КНР, проверяют несколько дней на наличие температуры. На сегодня лиц с подозрением на коронавирус у нас нет. Волка, пойманного накануне в Бишкеке, передали фонду Бугу-Эне. Как оказалось, это молодая волчица. Как предполагают специалисты фонда, она содержалась в неволе, и хищница, возможно, сбежала и от своих хозяев. Отметим, накануне жители домов по улице Республиканской заметили, как возле 41-й школы рыскает волк. Встревоженные люди сразу же вызвали сотрудников милиции, волчицу вскоре поймали. Сейчас, как сообщается, правоохранители ищут ее хозяина. На этом пока все. О развитии событий вы узнаете из наших вечерних выпусков. Увидимся. Спонсор прогноза погоды – строительная компания «Элит Хаус». Спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Санта».